Дорогие друзья, мы находимся в Хатасской средней школе. Здесь очень интересно проходят уроки по технологии. Сегодня мы будем в качестве учеников и поучимся у педагога, у мастера своего дела. Саргалана Гаврильевна Иванова нам все расскажет и все покажет. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем будем заниматься? Сегодня я покажу технику оформления изделий по технике декупаж. Да, и вот по технике декупаж можно оформлять любые изделия. Например, вот сделать новогодние игрушки, да, оформлять. Можно сделать даже вот поднос под горячее, да, можно оформить. И шкатулку маленькую, вот такую. Да. Я думала, это коробочка какая-то. Это шкатулка. А оказывается, шкатулка. Да. Как красиво. Секретная, да? И вот такие простые формы у нас продаются, можно самим сделать, да? Это как органайзер Да. для чего-то, да? И сегодня мы оформим вот такой поднос кухонный, да? И выберем салфеточки, которые у нас есть. Ну вот салфетки можно использовать любые, которые мы используем вот на праздниках, да? То, что осталось от нас, мы сегодня здесь используем. Вот заранее я сделала грунтовку, потому что она долго высыхает. Грунтовка, значит, это обычная краска, да, но грунтовка, да? Вот специально Или есть вот такие грунтовка для декупажа. Его используем. Ой, она такая высыхает, шершавая. Да, шершавая получается. Используем клей для декупажа и лак. Да? И вот вместо клея мы можем использовать даже пустой клей ПВА. Это простой. подходит, ага. Ну, начнем, наверное, да? Начнем. Вот, чтобы защитить вот стенки, я покрыла малярным скотчем бумажным, чтобы тут не помаралось, да? То есть мы донышко будем вот этого подноса украшать, только донышко, поэтому малярным скотчем все вот вокруг закрыли. Там я выбрала вот такой красочный цвет, рисунок кактуса, да, или цветочки тут. Зеленый. Да. Ну, наверное, скоро весна, потому что Да. поэтому зеленый. Так, берем нашу салфеточку, мы выбираем, например, вот, какой-то мотив, да? Например, я выбираю сначала вот круглый, и вот мы отрываем, не вырезаем, а именно отрываем по краю. Немножко оставляем местечко от рисунка, и здесь отрываем осторожно. Аккуратненько. Да, отрываем, да? чтобы когда мы клеим, да, на изделие, чтобы там отрезанных прямых линий не было, да? Чтобы было как бы То есть у вас даже естественно. ножницы здесь не нужны. Да, в основном И не нужно. салфетка, она же мягонькая, то Да, есть, в принципе, тут мягкая, да. очень просто. Взяли всё. эту салфетку у нас двуслойная, убираем один слой. Так. Можно убрать. А еще какой вот узор вы хотите? Я можно этим займусь? Давайте. Ну, я как бы Можно попробую выбрать справиться. Да? Какой желаете. Да. Так, ну, друзья, что-то Отрываем мне вот здесь заднюю часть. приглянулось. Немножко подровняю, чтобы прямых линий не было, чтобы оно как бы выглядело естественнее, да? Так, теперь Вот что-то розовенькое. нам нужен поднос вот такой. Здесь мы ложим файл, и на файл вниз рисунком ложим наш Кладем наш, так сказать, рисунок. рисуночек. Поверх Трафарет. берем воду с кисточкой, да? И вот кисточкой именно вот намокаем салфеточку. Это быстрый способ намокания, да? Есть разные способы. А можно просто окунуть, Нет, побултыхать? вот, Нет? салфетка порвется на тонкое, да. И осторожными движениями, чтобы тут было аккуратно, подровняем. Ну, эту технику может делать любой человек, да? Мамочки, когда сидят дома, ничего нет, есть время, когда ребенок спит, можно вот заниматься. Смотрите, вот здесь таким 3 способом. слоя, нужно оставить прямо один слой. Да, Или один слой. можно... Только один рисунок слой. Только оставлять. рисунок оставлять. Ага, да. Может заниматься кто угодно, очень быстрый способ украшения, да? То есть аккуратно здесь требуется, да? Вот, с детьми этим заниматься можно? Вот с какого возраста? Ну, у нас занимаются, у меня учатся вот Ваши с ученики? 5 класса, С 5 здесь класса. в кабинете, да, начальный класс у себя в кабинете.
мы очень Вот большое такая количество. прозрачная штучка Да. получилась. Ага, тоже вот сюда Кладу положите. сюда и... Рисунком вниз. А, вниз. Да, Рисунком вниз. Мгм. Вот тоже намокаем. Осторожненько. Ну, вы заодно. От Это просто середины- водичка. Да, от середины к краю Мгм. нужно сделать. Так. Ну, в основном вот это делаем перед Новым годом, да, и чтобы вот подарить родным, близким, да, Подарок. делаем вот такие. Вот, Вот всё идея. намокло. Берем файл второй, Так. прикладываем сверху и осторожненько, тоже вот кисточкой выводим воздух между салфеткой и файлом, чтобы у нас было красиво, да, без заломов. Без залома, без морщиночек каких-то, да? Осторожно так делаем. Так. Потом берем наш поднос. У нас есть вот специальный клей, так, для декупажа. Мы используем. И так, Опять-таки будем работать кисточку. вдвоем, наверное. Давайте. Уже? Так, Конечно. мы используем вот несколько элементов, да? И где угодно можем положить, вот. Ну, компоновку тоже смотрим. Посередине может быть большой цветочек, да, с краю чуть поменьше. С краю поменьше. Да. Вот большой сюда положим, тогда мы берем клей, и то место, где мы должны приклеить вот наш сюжет, делаем вот маленькие, так замазываем. Мы тоже здесь можете замазать. Клеим. Клей у нас потом становится прозрачным. Да. Ну, я вот здесь в уголочке притулю, да, розовый Хорошо. цветочек. А сколько лет вы уже работаете педагогом, Я уже технологом по работаю. технологии? Да, по технологии я работаю уже 30-й год считается. Да, здесь, в этой школе у нас 24-й год уже идет. Ну, слушайте, вы как бы, знаете, постоянно ведь учитесь новому, да? То есть декупаж — это не характерная такая вот, скажем, дисциплина. Я не помню, чтобы меня в школе обучали элементам декупажа, да? Вот, это как-то новое что-то. А это именно на уроках или это тоже какая-то внеурочная такая работа? Ну, это в основном неурочная деятельность. Внеурочная, то есть, Те, да. кто интересуется, могут вот подойти. На уроках вы, Да. вы учите шить фартук, да? Да. Ночнушку и варить борщ. В нашей новой программе вот таких тем нету. По шитью у нас ночнушек, так, фартуков Нет, ну нету, нас да. учили так. Ага, да, в то время было. Да. Ага. Ну, если мы работаем, шьем тоже разные изделия. Разные изделия. Ага. Фартук А вот все равно. такие вот изделия мы делаем уже внеурочкой, да? Как вот Значит, кружок. клеем мы намазываем достаточно, Так, ну, чтобы у вас не вот щедро, но как-то вот еще пошире нужно. еще делать. У вас пошире все надо. Широкий. Да. Нет, с учетом вот этого беленького вокруг, да? Все вокруг нужно учесть, чтобы все совпало. Так, значит так, нужен глазомер хороший. Да. В Примерно общем, нужно примерно посмотреть. как-то прикинуть масштаб своего изделия, то, что мы собираемся приклеить. Нужно стряхнуть, чтобы вода скатилась, да, сюда. Убираем Слушайте, сначала. декупажем я никогда не занималась, и знаете, это вообще такая интересная, такая завораживающая история. Вот, Очень интересно. да. Чтобы интересно было детям, да, мы, вот учителя технологий, стараемся менять свои вот занятия, чтобы не всегда там жить одно и то же. Ну да, а что-то вот что-то новое. другое, Но да. опять-таки этому же тоже самим нужно Да, научиться. общаться. Ну, в основном мы вот так не отрываем, мы берем сразу вот так и ложим вот сюда. Кладем, так. Точно посередине смотрим. Осторожно, тоже кисточкой нужно пройтись. Осторожно кисточкой вот от середины к краю. Так, можно даже руками так пригладить, чтобы было аккуратно. И осторожно снимаем вот файл. Должно туда приклеиться. Я поняла. То есть вот этот цветочек, он должен у нас перекочевать на поднос. Приклеиться там. Вот. Вот у нас что получилось. Классно, Осторожно, да, здорово. так, если там что-то отклеилось, нужно вот так немножко прижать. Теперь ваша очередь. Тоже вот так же. Так, и моя держите. очередь. Моя очередь, ну, в общем, я беру так очень так смело.
Прикладываете. Прикладываю и начинаю вот пальчиками, От как серединки говорится, края. от серединки разглаживающими такими движениями, поглаживающими, разглаживающими, вот так вот. Да. А мне это Осторожно, нравится. Так вот. Осторожно снимай. И осторожненько мы снимаем. Так. Нужно начать с одного угла. Так. У меня клея маловато, по-моему. Я что-то не рассчитала. Да? Или нет? Точно. Осторожно снимай. Ну, бывает так, и по-разному снимается. Мгм. Да. Вот так. О, у меня все Получилось. цветочки Теперь на берем месте. те же самые кисточки и поверх тоже клеем намазываем сразу от середины, Поверх, да? от середины к краю. Вот осторожненько. Прям проклеиваем как Да. бы, да? Мгм. А сверху, видимо, какой-то защитный слой будет. Или клей это и будет защита? Нет, сначала клеим все вместе, да, делаем, потом уже когда это высохнет, Ой, а у меня какая-то морщина появилась. Ничего, да? нет, вот середина к краю. Ну, бывает и так, но вот погладить нужно немножко. Чего в жизни только не бывает, да? Все можно немножко Ничего исправить. страшного. Да. Ну вот мы, учителя технологий, стараемся вот эти разные технологии учиться, да, технологии, да. да, чтобы детям Чтобы детям было интересно. интересно, Да. чтобы быть современным педагогом, да, таким сведущим во всех Ну, в основном мы, новациях, как скажем говорится, так. самоучки. Да, Ну, во всех модных течениях, да, чтобы вы были, скажем так, вот первым, да, ментором. Да, как-то. Ну, в наше время можно посмотреть разные идеи по интернету, да, и что-то свое тоже сделать. Да. Какие-то идеи подсмотреть, Да. что-то Технологии добавить. как от начала до конца. Ну, у всех разные техники бывают даже вот. То есть, декупаж. получается, вы все время чему-то учитесь Да, сами Да, обязательно. перед тем, как обучать ваших учеников. Сначала мы должны сами научиться это делать, вот потом уже можно учить детей. А вообще вам нравится вот именно вот эта техника? Ну да, сидишь себе спокойно, работаешь. Да. И чтобы вот клей распределился, нужно немножко погладить. тоже. Ну, таким вот Да. не поглаживающие такие Да. вот движения. Чтобы Клей. там ничего не торчало, погладить. Иногда бывает то, что там воздух остается, и нужно еще по краю, на край его вывести. А у меня вот немножко морщинка получилась. Ничего, да? Да, это Вот высох- здесь вот. Вот здесь, вот так бывает. Ничего? Да, ничего Но страшного. это неправильно как бы. Ну, по идее. Я пытаюсь вот эту морщинку, но я боюсь, что я порву. Все-таки это, знаете, очень такая такая нежная, Ну, и еще однослойная мы поверх салфетка. покроем лаком. Она такая хрупкая достаточно и может Так, теперь берем еще. порваться. Так, мотивы сюда возьмем. А, еще возьмем. Да, То есть это, еще- по сути, мы сделали, да? И мы еще берем еще 3 мотива. Да, разных. Так, ну Так, давайте. это мы взяли. Так, я беру вот этот маленький. Так. Так, а я могу взять вот этот вот зеленый, Да, вот этот можно, желтенький? конечно. Все-таки вот хочется, как бы, знаете, солнышко у нас скоро будет И хозяйничать. осторожно в отрываем небе. края. И по краешку, как говорит нам Ну, вот таким педагог. способом можно украсть любое изделие, да? И вот у нас Именно деревянное, только по дереву Нет. декупаж или же делают можно... на стеклянных, на пластмассовых. А, Ну, то есть мы техника работаем такая только же, на да? дереве, да? Пока на стеклянных мы еще не пробовали делать. А техника, в принципе, такая же, да? Техника такая же. Да. Ой, я тут немножко кривовато сделала. Ну, Хорошо, что у нас тут мастерская мальчиков наших рядом. Мы к ним подходим. То, что у него остается, мы это используем, да, как бы говорится. Вот они сделали вот такой календарь
И у них вот остались вот такие кружочки. Смотрите, вот кружочки. Вот это мы взяли, вот очень много у них остается, да? Так. И вот с помощью этих кружочков мы сделали вот здесь подносик такой. Это поднос. Как здорово, И еще смотрите-ка. Вот лебедь, Как да? Тоже красиво. декупаж. Декупаж. Можно сделать вот так. Клеили, клеили, да. Да. Можно все что угодно использовать. Так, теперь также идем. Какая-то отложим. Работаем водой. Так, вы уже Да. чувствуете, что вы занимаетесь этим уже не раз, много раз. Да, на Новый, перед Новым годом я обычно вот так делаю на подарки. Потому что, поэтому у меня вот тут салфеточек новогодних больше, чем простых обычных. Да? Ну, салфетки вот продаются в любых магазинах, канцтоварах, хозяйственных тоже есть. То есть именно вот салфетки должны быть, не обои какие-то, да, с красивым рисунком, а именно салфетки, потому что вся суть в том, что вот этот рисунок отпечатанный, он, ну, скажем так, мне пойдет вот такой вот, или, видите, я там кусочек съела. Кусочек можно отсюда тоже немножко оторвать, чтобы как бы ровно было, да? Чуть-чуть. А где оторвать? Везде оторвать, что ли? Нет, нет, только вот с этой стороны немножко подровнять. Ну, цветок, как в природе растет, по-своему, да? Ну, кто-то да. так в левую сторону, кто-то в правую. Да. Ну, то есть Да. он немножко Да. от ветра как-то так загнулся, Можно и так. скажем так. Включаем фантазию. Теперь Положите сюда. это водичка? Да, наоборот. Ой, Рисунком вниз. Рисунком вниз. Вот видите, я какая двоечница. Вот у меня вот тут застрял воздух, и его нужно вывести. И это мы кладем на файл, на кусочек файла. Вот возьмите вот чистую Ага, чисто. для воды. Именно для воды. Ой, и вот так вот. От середины. Вот сначала точку поставьте, чтобы приклеилась как бы. И начинаете гладить осторожно. Да, салфеточка, она такая Ну, она может вот очень немножко даже поплавать в воде. нежная, понимаете? Вот, поэтому... Хорошо идет. И постараться нужно, да, действительно. Кстати, вот эти маленькие, ну, у меня же небольшой цветочек, воздуха здесь нет у меня. А вот там, по-моему, где побольше, да, цветочек, там будет воздух. Да, бывает. Бывает, Тогда его поэтому нужно. нужно его как-то выталкивать вот такими вот поглаживающими движениями. Ну, достаточно. Так положили. Но если там воздух не выходит, там можно взять какой-то, вот, ну, карту можно, да? Нет, с помощью карты можно вводить. Карту взяла. И вот так пригладить. Ну, можно кисточкой. Можно кисточкой и руками. Ну, у нас маленькие мотивы, можно и так, да? Если у нас... А если покрупнее, то да, там, наверное, будет сложновато. Мне кажется, и воздуха будет побольше. Да. И его нужно вводить, чтобы изделие было аккуратнее, да? Так, взяли. Так, берем поднос и сразу прикладываем. Немножко сливаем воду. Так. Можно с этой стороны. Можно даже вот здесь с двух сторон побольше, а с двух сторон поменьше, да? Как бы симметрично, чтобы было. Все равно смотрим симметрию, чтобы И композиция постараться была. перевести. Да. Осторожно переводим. Вот. Все. Теперь с другой стороны. Сюда. Ой, Светлана Гавриловна, как у вас получается ловко. Чувствуется опыт. Осторожно сняли. Аккуратно. И поверх него уже клеим. Клеим. Пройдемся. Так, теперь вы клеите, а я буду делать вот пятую деталь. Хорошо. Вот так вот мы переклали, то есть всю процедуру мы сделали заново снова, как нужно. Щедро проклеим, намажем клей. И вот здесь вот тоже
сверху клею. Салфетку возьму. Мгм. Это у нас, вот сюда. Берем вот нашу последнюю деталь, пятую, и будем доделывать работу. Так. Намажем обой. Также, ну, в принципе, у нас остается вот соединить, нет, приклеить последнюю деталь, проклеить, а потом у нас идет сушка где-то полчаса. Мгм. Только после этого можно уже покрыть лаком. И все, да? И все. И на этом все? Да, все готово у нас будет. Мгм. Это, когда учишься делать, да, уже привыкаешь быстро работать. Даже если едешь вечером на праздник кому-то, можно утром сделать вот такой подарок. Да. Подкладываем. Да. Смотрим симметрию. Мгм. Так. Все ровненько получилось. Вот. И остается приклеить кисточкой. Подкрасить. Ну, желательно вот работать маленькими кисточками, чтобы было аккуратно. И не порвать, чтобы детали маленькие, хорошие, красивые. Остатки клея нужно как-то снимать? Не обязательно? Нет, не обязательно, там поверх сразу можно покрыть лак. То есть получается, потому что вот эта вот основа шершавая, Да. ну, грунтовка, да, и поэтому клея не видно Ну, будет. обычно вот шершавость можно, шкуркой можно вот так прошкурить, да? Но я не прошкуриваю, чтобы как бы был какой-то маленький объем. Да, Понятно. я так оставляю. Вот, у нас остается только покрыть лаком через полчаса, да? И вот боковую часть мы уберем только после того, как Да, сделаем. как высохнет у нас Да. лак. Потом у нас И такой. получается поднос такой симпатичный, он получается. А вот этот поднос, видимо, делали ваши мальчики. Ну да, вот они делают вот такие разные поделки. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы познакомились с интересной техникой декупажа от педагога, технолога Сарглана Гавриловна нам все подробно рассказала, показала, рассказала о каких-то хитростях небольших при использовании этой технологии. Она очень простая, мне так показалось, да, потому что декупажем я, например, занималась вообще впервые. Поэтому, когда педагог мне все вот рассказала, показала, особенно вот я сама участвовала в этом процессе, это очень увлекательное занятие, очень интересное. И повторить вот эту технику может в домашних условиях, ну, абсолютно вот любой человек. Ну и ребенок, с детьми заниматься – это вообще милое дело. Сделать в подарок своими руками такое изделие, ну это просто вот можно запросто. Дорогие друзья, будем пробовать?